Булай неге бізді қорлайтын? Вообще үкімет келетін болса, құмдыда әкелу керек қой. Біз деген мына осы жаққа маңдай терімізбен бір тиындап жинадық осы үйге. Бәріміз суға кетіп жатырық. Вообще көмектен тез келмей ма? Это видео с плачем девочки из Актобе, семья которой после наводнения осталась без крыши над головой, за один день набрало несколько тысяч просмотров. Ребенок переживает, что в затопленном доме остались учебники, и администрация школы заставит ее родителей платить за утерю книг. В Министерстве образования даже нет статистики, сколько детей не посещают школу из-за того, что их дома оказались в воде, но с учебниками обещали помочь. Обеспечение учебниками, учебной литературой, связанной с образовательным процессом, она входит в компетенцию местных исполнительных органов. Я думаю, что там меры акимат примет, и мы посодействуем акимату, то есть мы попросим акимат, чтобы никаких, это такая ситуация кризисная, я не думаю, что будут какие-то возмещения. Из-за обильного таяния снега и разлива рек под угрозой затопления оказались 52 поселка в Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Североказахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. Водой размыло 120 автодорог республиканского и местного значения. И на сегодняшний день восстановлено движение только по 63 направлениям. Крайне сложная ситуация в городе Атбасар Акмолинской области. Там размыло дамбу, построенную в прошлом году, из-за чего затопило 269 жилых домов и недавно отремонтированную школу. Еще 130 домов под угрозой затопления. Уже эвакуировано 1300 человек. Депутаты парламента, избранные от этого региона, о ситуации в Атбасаре узнают только со сводок ЧС. В Атбасаре мы не были, но слышим, что там происходит, разговариваем. Вы же знаете, что в Атбасаре такая ситуация уже не первый год. Такие же паводки были и в 2014 году. Большая вода уже подобралась к окраинам Астаны. Чтобы спасти столицу от потопа, со Станицкого водохранилища постоянно сбрасывают воду, из-за чего топят прилегающие к главному городу страны поселки. Но и этого мало. Под угрозой прорыва столичный контррегулятор, который должен выравнивать уровень воды и перераспределять потоки. Для предотвращения подтопления столицы и пригородных населенных пунктов начат перехват паводковых вод в Астаницкий контррегулятор. Перехвачено 132 миллиона кубометров воды, предельная норма у него 450. При сохранении повышенных сбросов из Астаницкого водохранилища контррегулятор будет переполнен в течение 3 суток и возникнет угроза его прорыва. В связи с этим требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенные населенные пункты. Депутаты Нижней палаты парламента обеспокоены ежегодно повторяющейся проблемой с паводками. Они предлагают принять специальную государственную программу по предотвращению стихийных бедствий. Всю зиму мы наблюдали, как правительство проводило всевозможные планерки, летучки, селекторы, совещания, где руководители регулярно и бодро докладывали о полной готовности к паводкам, о качестве вывезенного снега, об укреплении дамб, водохранилищ и так далее. Но пришла весна, и все поплыли. Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь для пострадавших. На сегодняшний день о переводе однодневного заработка на благотворительные счета заявили 47 сенаторов. Я хочу выразить соболезнования нашим согражданам, пострадавшим от наводнения. Наверное, не стоит сейчас об этом говорить публично, но мы, депутаты партии Нур-Отан, уже рассматриваем вопрос о выделении денежной помощи пострадавшим. После того, как комитет по ЧС был передан структурой МВД, ежегодно весной страну лихорадит от паводков. Кто-то называет это просто совпадением, а причиной – снежные зимы на протяжении последних 3 лет. Но в каждой случайности есть свои закономерности. Намного выгоднее устранять эти последствия, чем их предотвращать, потому что выделяется специального резерва деньги, они потом осваиваются, ну и, соответственно, когда это все делается в режиме ЧС, это все происходит в режиме хаоса. И такого контроля не будет уже, если это будет делаться в режиме предотвращения ситуации. В социальных сетях жители пострадавших регионов обвиняют власти в бездействии. Между тем, акимы рапортуют о проведении всех необходимых работ. И если год назад от наводнения серьезно пострадали только жители нескольких поселков Карагандинской области, то в этом году паводкам пытается противостоять половина Казахстана. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время.